Короче, апрельские лужи в феврале у нас. Такие белые продают, черные. Еще вот такие круглые белые выпечки. Все это у нас в селе. Такая картина, что я не могу выехать отсюда. Ну-ка, лошадь добавить. Лошадь добавить. Я говорю, спокойно бери. Хреново дело. Хотел завести сегодня тепло, но ничего у нас не получилось. Немножко надо подостыть. Вообще жара на улице сегодня. Вот так вот. Как вам погодка, ребят? Потекло у нас. Все капает. 19 февраля. Все тает. Уже заметно, как оседает снег. Он еще не проснулся. Обычный день начинается у меня с покупки хлеба. Сейчас иду в магазин, буду брать хлеб, продукты и заниматься своими домашними делами. Вчера был в городе, надо снег убирать. Короче, все тает. Чтобы самое главное, вода в дом не зашла. Такие резкие перепады, когда все начинает резко таять. Сильный ветер. Беларусь у сельцев это стоит. Сломался, дорогу никто не чистит, и я на машине также не могу выехать. Вообще беда. Попросил К700 заехать, не знаю. Заедет, нет, далее потом чистить надо дорогу. Короче, апрельские лужи в феврале у нас на севере. Вон желтый дом стоит впереди. А перед этим домом еще дом был. И как-то меня спрашивали поснимать тот дом, где рабочие, когда школу строили, в том доме жили, но этот дом разобрали. Ну, близко подходить не будут, там пустырь, ничего не осталось. Разобрали, в общем, дом. На улице, ребят, сильнейший ветер сегодня. Также порыв 18 метров в секунду. И не хватает солнца. Если солнце выйдет, сейчас вообще снег моментально это растает. Буквально на глазах будет все таять. Ну, Жак, это Сторожевская, Ильяс? А и пончик еще? И еще, как еще? Так что у нас свежий хлеб вот такие белые продают, черные. Еще вот такие круглые белые выпечки. Все это у нас в селе пекут. Да и продавщица также очень даже хорошо печет и варит, парит. Много рецептов я у нее беру. Да. Так, еще мы еще. А это что за йогурт? Это что за йогурт? А. Ну, давай попробуем. Да. Ну, вовш стався люди. Да. Так, а это я мой тажамес. Рагу. Печень из витёзку. Видите, чиканцево что. Вот это ешь. 0. Короче, в этом магазине все есть. Продукты, напитки, консервы. Бери не хочу. Фрукты, водка.
Заходите, приходите, закупайте еще. Короче, вчера еще меня спрашивают, есть ли у нас заправка. Заправки нету, а водка есть. Можно машину и водкой заправлять. Будет ехать российская машина. Кое-как уговорил продавщицу хоть немножко, дай, думаю, поснимаю. Ну, на отрез она отказывается себе, чтоб снимали, но... В общем, такой магазин. Магазин богатый, все есть, в принципе. Были бы деньги. Классические продукты. Для деревни самое то. Ну, что и в городе. Может, чуть-чуть отличается цена и все. Разницы ничего нет. Из города привозят фрукты, мясные изделия, напитки. К700 там впереди. Не знаю, заезжал или нет. Это с конца деревни детей привозят. И еще в Алексеевку ездят. После этого рейса они поднимутся. Или с утра, наверное, с Алексеевска привезли уже. И потом с Боровска. Ну, тулан учуял. Начал лаять. Сейчас отпущу, будете гулять сейчас. Вчера они не выходили на улицу. Гололед потом будет. Отпустил собак на прогулку. Айда уже улетела куда-то. А Тулан, как обычно, здесь будет. Да. Сидит, гуляет. Немножко провода Ростелекома прижала тут. Явно прижала. Чуть-чуть надо снег поубирать тут. И насчет дороги я сейчас вышел поснимать. Дороги нету. Я не могу сейчас выехать. Позвонил мне водитель К700 Олег. Также у него имя Олегом тоже звать. Короче, он не заехал. Он мне сразу сказал, что забыл, как ты лопатой, говорит, работал. В прошлом году или позапрошлом году он также заехал сюда чистить дорогу. И он провалился. У нас как бы такой дорога узкая, и провалился, и, короче, забор он поломал, и чуть поленницу не снесли, пришлось его тащить самого. В общем, хреновое дело. И после этого он не захотел сегодня заехать. Вот такие делишки. И здесь вот снег еще придется также убрать вот тут. Очень много снега навалило. Не знаю, как быть. До субботы заморозки будут, не будут. Если не будут, в субботу надо ехать. А такая картина, что я не могу выехать отсюда. Придется лопатой, просто лопатой тупо взяться за лопату и убрать. Смотрите, яблоки для бездельника. Угощение. Айда-то это не ест. Бесполезно ей давать, а вот Тулан, думаю, не откажется. Ну, успокойте. На. Еще. Чай. С удовольствием ест яблоко. Айда, дам, айда. Ну-ка, айда. Где ты? На, айда. Нет, она не ест. Айда только мясо любит. Бездельнику ему пофиг. Хоть огурцы, хоть лук давай, еще съест. Горох свежий. Да? Айда, тула, поколы. Хорошо, что мы дома, ребят. Хорошо, что, ребят, мы дома. Потому что если куда-то
уехали сейчас, попали бы в западню. На буране не проехать, и на лыжах тоже липнет все, потому что тает, дождь идет. Ну, лошадь добавить. Лошадь добавить. Я говорю, спокойно бери. Вот такой у нас тулан. Всеядный. Да, витамины. Не отказывается. Витаминов. Ну и еще одна долька осталась. Лошадь добавить. Лошадь добавить. Спокойно. Говорю, спокойно брать. Ну вот, поели. Угостили тулана. Угостили тулана витаминами. Короче, я сейчас пойду работать лопатой. Будем снег убирать. Айда тот чувствует. Олег возле УАЗика. Айда. Вон, смотри. Короче, такая картина. Я снял аккумулятор, но зимой, всю зиму практически, сколько там, в октябре, наверное, последний раз или в начале ноября я ездил на УАЗике и аккумулятор снимал. Сейчас я поставлю аккумулятор и попытаюсь завести, заведется или нет там. Тусол надо посмотреть, там течка была или нет. Тут вообще у меня удочки, все летние еще тут. Ну, тусол на минимуме буду добавлять. Аккумулятор. Аккумулятор хана, короче. Все. Аккумулятор надо тоже менять. Сдох. Бесполезно мучать, короче, ребят. Так. 66 амперный. Хреново дело. Хотел завести сегодня тепло, но ничего у нас не получилось. Потому что я уже подзаряжал этот аккумулятор. Но вот резко все, резко. 2 аккумулятора у меня в этом году, короче,
испортились, можно так сказать. И этот аккумулятор крепкий был, вообще идеальный аккумулятор, рабочий. Машину покупал и не менял ничего. А у Калины вот более слабый аккумулятор был, тоже в прошлом году поменял. Вот этот аккумулятор. Этот два аккумулятора я сдам и куплю новый аккумулятор на УАЗик. Здесь работу закончили, в принципе. Но работа никогда не заканчивается. Там, щам, хоть не переставая, работай. Здесь надо поработать тоже. Здесь уже ручей скоро образуется. И вода, чтобы в дом не зашла, я здесь обычно рою тут, чтобы основная вода мимо проходила. Вот смотрите, сколько воды. И эта вода стоит тут. Уровень поднимается и под веранду. Через веранду он в дом заходит. Это вода. И надо обязательно здесь немножко хоть водостоп сделать. Я этим сейчас займусь, пока не поздно. Ну все, вода пошла своей дорогой. Это был такой год как-то, весна. Здесь я снег не убрал вовремя и зашли в подполье. А там на земле 10 сантиметров воды стоит. Вот такая картина. Резко, когда тает, все, она не удержать это. Если вовремя не сделать там водостопы эти. Ну, Настя, вон тона, ай туландра, да я. Надо отдохнуть, передохнуть. Как, в принципе, не устал, но вспотел сильно, очень сильно вспотел. Если легко одеться, холодно, ветер сильный, прям сквозь идет. Оделся, тепло, но жарко даже. Поставил чайник, пока закипает, я с таким пончиком попью йогурт. Обычный йогурт, вот такой сегодня с утра я который брал. Немножко надо подостыть. Вообще жара на улице сегодня. Как и говорю, это у нас пекут. Очень вкусно. Можно в домашних условиях, конечно, все это печь. Но зачем заморачиваться, если можно купить? И с йогуртом запиваю. Все, короче, я отдыхаю. Набираю воду, ребята, ведро. Ну, я буду сейчас менять фильтр на станции. Два фильтра там стоит. И чтобы сполоснуть корпус фильтра, ну, надо вода. А станцию саму я выключу. И поступать вода пока не будет. А эту воду я использую. Ну, вкратце поснимаю. Для чего? Я набираю воду. Ну вот я вынул первый фильтр и смотрите, в каком состоянии находится. Где-то месяц, наверное, вот смотрите. Где-то месяц, наверное, вот прошло, как я заменил фильтр. И скважине вода у нас с этим, с известью, и такая беда. Вода так-то, в принципе, нормально, вон как слеза чистая она. И запах вообще не чувствуется, что вот какой-то вкус, запах какой-то нет. И, в принципе, что еще добавить? Сейчас я сполосну эту колбу и поменяю еще второй фильтр. Два фильтра у меня в подполье. Фильтр грубой очистки.
такой фильтр, когда у меня был колодец, я такой фильтр менял раз в полгода. А сейчас за месяц вот в таком виде он. Такой вот от извести, я не знаю, прям до внутри все полностью набивается. Я не знаю чем, что и говорить. Плотно чем-то набивается. У меня товарищ знакомый, тоже была проблема. У них вода в дом не поступала. Не знали, что делать. Оказывается, фильтр до такой степени утрамбовалась, что вода не могла пройти, не пропускала воду. И здесь вот, если, скажем, вверху еще более-менее чисто, а внизу, вон, смотрите как. Все плотно. И думаю, если еще месяц так продержать, и вода тоже не будет поступать. Ну, лучше вовремя поменять, и это уже, считай, где-то раз в месяц 100% надо менять фильтр. Сейчас я поменяю еще второй. Так, это получается второй фильтр. Первый он, это второй. И второй фильтр, это от скважины, получается первый. Потом станция и следующая уже вон та. Ну вот это, смотрите, полностью все. Вот это да, такая шняга, блин. Запах, вот запах вообще никакого я не чувствую, вот, что вот какой-то вот запах этот извести, хлорки или еще какого-то металла, если металла много воды. Я говорю, что у нас известь, но вот вода, вон, вода чистая. А вот почему-то вот вся эта хрень сюда набивается. Этот осадок. И в чайнике осадка в принципе нету, только кроме этого извести вот. Ну вот таком, ну это также я сполосну и поставлю новые фильтры. Вот это два фильтра получается. Сегодня поменял. Это менял я в январе. В начале января. Вот они, два фильтра. И сегодняшние два. Вот они. Это первый фильтр от скважины, это второй фильтр. Вот так вот. Шнур. Тут намотан шнур обычный. Какая-то синтетика даже. Короче, с колодцем беды вообще никакой не было. А вот, скажем, на всю эту херню также деньги идут. Некоторые дополнительные еще берут кувшин, чтобы воду очищать. Я только вот этим грубой очисткой пользуюсь и все. Вот моя конструкция, как-то я показывал, снимал уже. Моторка Судзуки держу также в подполье, в тепле. И что тут у нас? Два фильтра. Один фильтр вот из скважины вода идет. Потом тут фильтр стоит. Другой фильтр уже после этого гидробака. Система выходит через дом наружу на улицу. Так я переделал немножко. И все, сейчас включаем. Из-за того, что воды нету здесь в системе, вот я сеть включил, а система не включается. Я сюда датчик поставил. Это для того, чтобы если вода вдруг из скважины закончится, автоматом все выключает всю систему, чтобы насос не сгорел. Ну, нажимаем сюда и смотрим, вода набирается. Первая система набралась, вот это включилась, вторая система набирает. Не знаю почему вот здесь первоначально так пена тут. И сейчас вот я из кран включу, и также пена будет выходить, как будто чем-то обработан этот картридж. Так. Все вроде нигде не протекает ничего. Сейчас уже в дом зайдем, посмотрим.
Смотрите, какая пена. Это как новый картридж поменяю. Вот такая пена почему-то. От чего? Дайте, напишите вообще в комментарии. Лично для меня это непонятно. Все для того, чтобы все промыть всю систему или из-за чего так. Ну я буду гнать воду. Вода у меня два крайника здесь и в умывальнике еще. Дальше у меня система идет в теплый туалет и еще идет на стиральную машину. Цивилизация в деревне сейчас есть. Так что не надо сравнивать сельскую жизнь, что было и что сейчас. Сейчас все цивильно. Интернет, вода идет, выходит, заходит, выходит. Теплый туалет, стиральная машина. Жить можно, в принципе. Сейчас горячую воду включим. Здесь пока чистое, но все равно сейчас наберется тоже. Будет также идти. Вот. Все пошло-поехало. Это уже нагреватель, уже вода пришла, уже с пеной сейчас тоже будет идти. Ладно, буду прокачивать пока. Ну вот, заканчиваю очередное видео про свои будни. Для разнообразия снимаю будни, потому что походы пока не получается ходить. Ну, как есть, так и показываю. Самое главное, видео вы видите, видео выходит. Так что смотрите, что есть. А на этом буду заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел очередной фильм. Спасибо всем, кто только что подписался. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Я смотрю на это. По лайкам, дизлайкам я вижу, что людям нравится, что не надо снимать. Также делитесь, если не сложно, моими видео в соцсетях. Одним кликом вы помогаете мне развивать свой канал. Чем больше вы делитесь моими видео в соцсетях, тем больше народу меня видит и больше мне хочется дальше работать, снимать. Ну и сам по себе немножко подзаработать в ютубе. Так что, одним словом, всем спасибо за все. И на этом все. Буду заканчивать. Всем спасибо и пока.